Вы смотрите новости. В студии Иван Лазаренко. Коротко о главных темах этого выпуска. Отличники, активисты, спортсмены, победители Олимпиад и научно-практических конференций собрались сегодня на традиционную елку главы Якутии. Книги местного писателя-фантаста Сергея Ли появились на прилавках книжных магазинов столицы. Стали известны результаты конкурса на звание «Лучший ледовый корт Якутии» среди муниципальных образований республики. Центральным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте в Горном районе. По данным следствия, 23 декабря на участке местности Иргиз, расположенном на расстоянии 44 километров от села Дикимдя Горного района, 47-летний мужчина во время охоты произвел не менее 3 выстрелов из огнестрельного длинноствольного охотничьего оружия в сторону находящегося от него на расстоянии 150 метров 51-летнего мужчину, причинив ему огнестрельное ранение головы. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается. Специалисты регионального Минстроя начали проверку по факту возникновения плесени в квартире нового жилого дома в микрорайоне Борисовка-1 столицы республики. 24 декабря жительница дома 2/1 опубликовала видеоролик, где показала образовавшуюся плесень на стенах квартиры, в которую она переехала в апреле текущего года. Специалисты министерства связались с заявительницей и взяли данную проблему в работу. По информации мэрии Якутска, ранее подобных обращений от жильцов в департамент жилищных отношений не поступало. Перейдем к эпидобстановке. На 26 декабря на территории республики зарегистрировали 110 новых случаев коронавируса, передает региональный оперштаб. Из них 33 человека заболели в столице, 21 в Нерюнгринском районе, 12 в Мирнинском. По 9 случаев обнаружили в Алданском и Сунтарском районах, 6 в Мегино-Кангаласском. 4 заболевших выявили в Алекминском районе, по 3 в Верхоянском, Ленском, Нюрбинском и Тампонском. По 1 случаю приходится на Амгинский, Намский, Среднеколымский, Таттинский районы. Но что касается вакцинации, то в период новогодних выходных с 31 декабря по 10 января вакцинация в медицинских организациях по всей Якутии будет проводиться ежедневно, без выходных, с 9 до 15 часов, сообщил региональный Минздрав. Между тем, все случаи заболевания коронавирусом, вызванные новым штаммом омикрон, в России завозные. На сегодня случаев заражения омикроном внутри страны не выявлено, передал Минздрав России. Напомню, Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. К настоящему времени новый вид коронавируса обнаружен в 110 государствах. В России им заболели 41 человек. Сегодня в столице состоялась традиционная елка главы Якутии. Праздничное мероприятие прошло в Саха-цирке. Его участниками стали школьники, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, науке и искусстве. Отличники, активисты, спортсмены, победители Олимпиад, научно-практических конференций и других значимых конкурсов. По информации Минобра Якутии, очно на елку главы приехали около 200 школьников. Остальные приняли участие в дистанционном формате. Елка главы Якутии проводится с 1998 года и является самым ожидаемым мероприятием для старшеклассников. За эти годы мероприятие посетили свыше 14 тысяч школьников, учащихся с 9 по 11 классы. Традиционно им вручают стипендии главы республики на сумму 25 тысяч рублей. Член Якутской кадетской школы-интернат, призер Всероссийской НПК науки юношей республика. Замечательно, что сегодня наша республика развивается. И, как всегда, это было уже десятилетия, мы обращаем самое пристальное внимание на образование. Я рад, что сегодня наши дети могут учиться все в лучших и лучших условиях. За последние 3 года мы построили уже свыше 70 детских садов, новых школ. Буквально в ближайшее время будет введено новое здание Малой академии наук в селе Актемцы. Строится замечательный круглогодичный детский лагерь «Полярная звезда». Уже мы приступаем к реальной реализации проекта о строительстве здесь, в Якутске, парка будущих поколений. Мы всегда в Якутии гордились своими детьми, гордились нашими школьниками. И я рад, безмерно рад и горд за Якутию,
потому что в этом году из 20 лучших школ Дальнего Востока, чьи выпускники больше всех поступили в федеральные вузы, 9 школ Республики Саха-Якутия. И к другим темам. Книги местного, известного в интернет-пространстве писателя-фантаста Сергея Ли появились на прилавках книжных магазинов Якутска. Подробнее о творчестве писателя, об изданной книге, а также о препятствиях становления писателем в настоящее время расскажет Марфирина Алексеева. Прежде чем на писателя обратило внимание крупное издательство, Сергей Ли прошел долгий путь. Сергей – многодетный отец. Доход от писательства не покрывает все расходы семьи. Поэтому приходится совмещать писательский труд с основной работой. Самое главное – верить в себя и продолжать заниматься любимым делом, советует писатель начинающим коллегам. Слушать комментарии, расти над собой, совершенствоваться. Но главное не бояться и пробовать, потому что возможностей, конечно, у нас тут мало для работы с издателями, да, крупными. Но все возможно, если приложить усилия, если верить в себя. Сергей также общественный деятель по благоустройству города и один из инициаторов создания в Якутске читательского клуба. Писательской деятельностью занимается около 10 лет, в электронном формате издал уже 10 книг и обрел свою аудиторию. В 2020 году сам издал свою наиболее популярную среди читателей книгу «Боевое безумие» в жанре боевой фантастики. Сначала я просто писал на самоиздате, выкладывал в интернет. Потом у меня появились там поклонники, читатели. Меня пригласили на интернет-площадку по продаже книг. Я там начал выступать, начал 2 серии начал писать, как раз «Стать сильнее» и «Боевое безумие». В прошлом году со мной связалось издательство АСТ и предложило выпустить эту серию. Подписали договор, я отправил им книгу. Книга «Стать сильнее» – роман в жанре развлекательной фантастики. Является первой напечатанной издательством АСТ. Выпущена в текущем году тиражом в 1500 экземпляров. Сюжет повествует о становлении юного персонажа. Начиная от маленького мальчика до подросткового возраста. Он живет в мире, наполненном монстрами, и выживает с помощью своей семьи. Потом идет учиться в академию специальную, и там тоже идет развитие его и становление как личности. Сюжет рассчитан на подрастающее поколение. Владельцы книжных магазинов Якутска уверены, данный жанр помогает вызвать интерес к чтению среди подростков. То есть это как раз то поколение, которое надо прививать вкус к литературе. И хорошо, если они начнут с этой книги, потому что она именно, скажем так, увлекает их в мир фантазии. Это как раз то, чего не хватает современным детям фантазии. Да? И когда даются готовые решения, везде уже все за тебя придумали, нарисовали, показали, а тут нужно включать воображение. И это как раз то, что нужно нашим детям. В дальнейшем писатель планирует попробовать себя в популярном ныне формате графический роман. Это когда повествование предусматривает множество иллюстраций, подобно комиксам, но при этом не теряет глубокого содержания и объемов текста. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Почти 10 лет в Ямиконском районе проводится осенняя ярмарка продукции местных сельхозпроизводителей, которая пользуется неизменным спросом у населения. Подробнее в сюжете наших коллег. Ежегодная ярмарка местной продукции прошла сегодня в Уснере. Жителям райцентра предлагалась мясо-молочная продукция от местных производителей. Фермерское хозяйство Винокуровых принимает участие в ярмарке с 2012 года, то есть каждый год. Много чего перевезли. Мясо, масло, кровяная колбаса, творог. Все местное, все натуральное. Каждый год переезжаем на ярмарку. Ярмарка, правда, мы отдаленности живем. Устали, ночью приехали и сразу на ярмарку. Продавали зайцев, рыбу, всевозможные полуфабрикаты, мясо говядины и жеребятины. Раньше в конце ноября была ярмарка, сейчас летом в конце декабря. Поэтому вся продукция успела уже продаваться, реализоваться. Поэтому что осталось, что нашли. Из-за низкой температуры не все участники ярмарки доехали до места. Но в целом разочарованными уснерские покупатели не остались. Без покупок не ушел никто. Мясо
хочу немножко взять карасей, печеночки. Ну, еще что-нибудь посмотреть. Выбор есть. Буду сейчас что-то выбирать и покупать. Скажите, вы покупаете понемножку или вы мясо купили, например, четверть туши? Нет, я понемножку покупаю. Того немножко. Всего, так сказать, помаленьку. Чтобы все можно было попробовать до Нового года. Мясомолочную продукцию местных сельхозпроизводителей жители райцентра всегда приобретают с удовольствием и надеются, что в Уснере откроется магазин, в котором она станет доступна постоянно. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Тем временем и в Якутске стартовала традиционная новогодняя ярмарка. На протяжении 5 дней в предновогодние дни жители и гости столицы смогут приобрести подарки, а также все, что нужно для встречи Нового года. На ярмарке участвует более 50 предпринимателей. Здесь можно купить различные подарки от местных мастеров, эксклюзивные кондитерские лакомства, а также полуфабрикаты местного производства, одежду, сувениры и косметику. Помимо широкого выбора есть возможность поучаствовать в мастер-классе по изготовлению корзин. Ярмарка проводится в спортивном комплексе 50 лет Победы до 30 декабря включительно. Ежедневно ассортимент товаров пополняется, а представители брендов меняются. Я могу и показать, и научить еще людей вдобавок ко всему, как это делается, чтобы сейчас, вы знаете, дома люди много же сидят, да, с пандемией, и в основном же интернет и телефон, да, и хочется что-то все равно пошевелиться своими руками сделать, и это красиво и приятно, и вот, пожалуйста, можете посмотреть, что из этого получается. И тем более это все актуально в применении. Не просто и как красиво, и в то же время можно и применить у себя же дома сделать это красиво. В подарок сделать своим близким и родным. Хатта. Мы все знаем, как это пахнет на начальной стадии, поэтому этот вариант, он просто идеальный. Открыл, положил в кипящую воду все. И также кровяная колбаса. Все это заливать. Теперь всех этих проблем нет, потому что это все решено в одном пакетике. Это супер удобно. Да, это местное. В перинатальном центре подмосковного Видного в преддверии Нового года новорожденных наряжают в костюмчики маленьких Дедов Морозов перед первой встречей с мамой. О необычной акции в субботу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. В канун праздника сотрудники роддома решили сделать сюрприз новоиспеченным родителям. На первую встречу и выписку младенцев приносят не в обычной пеленке, а в ярко-красном рождественском носке. На голове у декабрят, так врачи нежно называют малышей, красуется праздничный колпачок. Татьяна Навка показала балет на льду «Лебединое озеро» с новым финалом. Показы балета на льду «Лебединое озеро» стартовали в субботу на московской арене «Мегаспорт». Адаптировать спектакль для фигуристов было давней мечтой олимпийской чемпионки мира, Европы и России в танцах на льду Татьяны Навки. Премьера была запланирована год назад, но из-за пандемии коронавируса была отложена. По признанию фигуристки, это только пошло на пользу постановки. Сама Навка исполнила роль принцессы Адетты, а ее антагониста – черную лебедь Маргарита Дробязко. Роль принца Зигфрида исполнил 5-кратный чемпион США Петр Чернышов. К темной стороне принца взывает альтер-эго «Тень», которую играет чемпион Италии Иван Регини. Закадровым голосом «Тени» стал Филипп Киркоров. Просто всегда интересно в кино и вообще в искусстве пробовать противоположность свою, свое альтер-эго. Я, например, в жизни совершенно не злодей. Но мне интересно всегда роли характерные, роли смешные, роли ироничные. И, собственно говоря, здесь я могу всегда поэкспериментировать и быть разным. Особенно, когда хорошая музыка, хороший материал. И когда королева льда на льду, ну, это же честь сыграть злодея. Стали известны результаты конкурса на звание «Лучший ледовый корт Якутии» среди муниципальных образований, который объявили Минспорт Якутии и Федерация хоккея республики еще в феврале. Конкурс призван содействовать улучшению технического состояния мест массового катания на коньках, а также способствовать привлечению граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Заявки поступили от 10 населенных пунктов. Заслушав информацию и посмотрев все презентации, победителем был назван ледовый корт села Майя Мегино-Кангаласского улуса.
Корт в поселке Чернышевский Мирнинского района занял 2-е место, ну а тройку победителей замкнул ледовый корт в поселке Махсагалох Хангаласского улуса. По итогам конкурса организаторам было предложено в следующем году разделить участников по группам: крытые и открытые ледовые корты и корты, расположенные в северных улусах. Сегодня в спортивном комплексе Дахсун проводится финальный этап народного хапсагая. Ежегодно состязание собирает спортсменов-любителей со всей республики. Главное правило соревнования – в них не должны участвовать мастера спорта. Первенство по борьбе проводится между муниципальных образований. Так, в этом году участниками стали 44 команды из 17 районов республики. Главный приз – машина УАЗ. Серебряные и бронзовые призеры получат денежные вознаграждения. Сами дальних Верхенский, Мирный, близлежащие все, ну, из 17 улусов. В финале Тамалаканский и Октемский. Тамалаканский наслед это Верхневлюдский, Октемский это Хангаласский улус. На этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире.